Ситуацию с увеличением цен, в частности резкий рост стоимости гречки, держит на контроле масса структур, однако положение дел это не меняет. Накануне в прокуратуре области прошло совещание. Прокурора вместе с представителями антимонопольной, налоговой служб, Роспотреб, Россельхознадзора обсудили законность повышения цен. Каждое из ведомств обязало контролировать тенденцию к подорожанию продуктов питания. Между тем, по данным Оренстата, опубликованным правительством области с 10 по 17 ноября, отмечен рост розничных цен на хлебопродукты и гречневую крупу. Подорожала мука, соответственно, и хлеб до 2%. Самое значительное повышение цен отмечено на гречневую крупу, сразу более чем на 43%. Кроме того, в Оренбурге подорожала молочная продукция, сыр, яйца, сахар, рис, макаронные изделия, свежие овощи. За неделю в областном центре подорожало и дизельное топливо. Теперь литр стоит 34 рубля 30 копеек. При этом специалисты отмечают, что по расчетам на 10 ноября цены в Оренбургской области одни из самых низких в Приволжском федеральном округе. Вместе с тем, как пишет российская газета, накануне был зафиксирован очередной всплеск информации о дефиците гречневой крупы. В статье «Кто наварил на каше» публикуется мнение специалистов Минпромторга, Ассоциации компаний розничной торговли и Российского зернового союза. Во всех ведомствах уверяют, ажиотаж вокруг гречки создается искусственно. В Минпромторге отметили, гречка является специфическим продуктом, который употребляют только в России. И по многолетним наблюдениям всплески цен имеют иррациональный и специфический характер. Некоторые участники рынка считают, что во всем виноваты поставщики, мол, они специально придерживают объемы гречки, чтобы создать искусственный дефицит и поднять цены. В Федеральной антимонопольной службе отмечает, ведомство уже поступило несколько жалоб на повышение цен на